Недалеко от Москвы, у подножья величественных Тянь-Шанских гор, раскинулся город Фрунзе, столица орденоносного Киргизстана. Каждый город, как и человек, имеет свое лицо. Чудесен и неповторим он в своем зеленом наряде. Город Фрунзе, милый город, дедово гнездо, 100 названий в этом сердце и напевов 100, писал киргизский поэт Алыкул Осмонов. Этот город любят не только те, кто здесь родился и вырос. Его трудно забыть и тому, кто хоть раз побывал в нем. После многих лет разлуки на Фрунзенском вокзале встретились два друга. Пенсионер Оразалы Саралинов и Шадыбек Кульджагачев, чабан с высокогорной долины Сусамыр. За их плечами большой трудовой путь. Каждая их встреча наполнена волнующим чувством сердечной дружбы. Мой сын Назарбек, узнаешь? Инженер теперь? Где его узнать? Я помню его, когда он начинал только ходить, а теперь вон куда шагнул. Что-то и города я не узнаю. Как все переменилось. Нашему городу всего 80 лет. 40 из них он был грязным и захолустным городишком царских чиновников, баев, купцов и мещан. Только после Великого Октября началась его новая жизнь. Много хороших домов в городе, но самые лучшие из них — это здания институтов и техникумов. Старые друзья помнят время, когда во всей Киргизии было лишь несколько школ. Учились только дети богачей, да и те приходили в класс без букваря. Сейчас вузы столицы выпускают врачей и агрономов, зоотехников и педагогов, и геологов и инженеров. Улица имени Дзержинского. Даже в жаркий полдень живительная прохлада в тени ее аллей. Когда я был в городе последний раз, говорит Шадыбек, здесь был огромный пустырь, ни деревца, бурьян и полынь. Как изменился, вырос город. А вот мой малыш, знакомься. Старшие сыновья — инженер, врач, учитель, а этот, самый младший, студент университета. В пору нашей юности киргиз разве мог мечтать об университете? Столицу Киргизии часто посещают зарубежные гости. Это наши дорогие друзья, китайская спортивная делегация. Они знакомятся с городом, его окрестностями. Широк и светел путь, огромно поле деятельности у нашей советской молодежи. Студенты университета, будущие географы, проходят практику. Впереди у них интересная работа по изучению родного края. Город Фрунзе — центр научной мысли республики. В многочисленных институтах Академии наук ученые решают важнейшие научные проблемы. Они служат делу развития народного хозяйства и культуры республики. В лаборатории Института химии изыскиваются возможности получения новых химических продуктов из местного сырья. В Институте энергетики изучают особенности передачи токов высокого напряжения в условиях горного Киргизстана. На бурной реке Нарын уже строится мощная Учкурганская ГЭС. На очереди создание в горах каскада таких же электростанций.
«Напевами гудков пробуждена страна моя от векового сна», писал народный поэт Киргизии Аалы Токомбаев. Да, после Великого Октября край бывших кочевников стал республикой высокоразвитой индустрии, и центр ее — наш город. Во Фрунзе около 60 крупных предприятий металлообрабатывающей, мясомолочной, кожевенной, обувной, текстильной и других отраслей промышленности. Сельмашзавод. Его машина работает на необъятных полях Советского Союза, в Китае, в Польше, Чехословакии и других странах. И всюду они заслужили добрую славу. Выросли кадры киргизских рабочих. Базарбай Нейбаев пришел на завод недавно и стал уже квалифицированным слесарем. Базарбай и на заводском стадионе не роняет марку своего предприятия. Карагачевая роща — излюбленное место отдыха горожан. Это озеро вырыто руками молодежи столицы. Такому азарту могли бы позавидовать и взрослые спортсмены. Вот как надо отстаивать честь своей команды. Киргизская молодежь полюбила все виды спорта. Он стал подлинно массовым. В последние годы спортсмены республики не раз с успехом выступали на всесоюзных соревнованиях. Столица республики растет и строится. В исполкоме горсовета архитектор обсуждает детали генерального плана реконструкции города. В новых домах должно быть много света, простора, а на широких улицах цветники и тенистые аллеи. Таким будет здание Академии наук, строительство которого уже идет полным ходом. План реконструкции претворяется в жизнь. Всюду леса новостроек. Бетонщик Юсуф Колдашев, герой социалистического труда. По заслугам получил он это почетное звание. Руками старого строителя возведены десятки домов. На восточной окраине города сооружается первый в Средней Азии завод физических приборов. Новая техника, железобетонные конструкции, готовые детали позволяют намного удешевить, ускорить и улучшить строительство. Новые жилые дома можно видеть на каждой улице. Вселение в новую благоустроенную квартиру для всех радостное событие, а для молодоженов в особенности. Молодые супруги, вчерашние студенты, филолог Тамара Алыбекова и Назар Алыбеков, окончивший Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. В нашем городе есть небольшой домик. В соседстве с другими он кажется теперь совсем маленьким. Но дом этот для советских людей дороже многих других. Здесь родился и провел детские годы Михаил Васильевич Фрунзе, человек большой души, революционер, выдающийся полководец и государственный деятель. Каждая вещь здесь дорогая, близка нашему сердцу, как напоминание о славном земляке. Тому, чьим именем назван город, будет воздвигнут на привокзальной площади монументальный памятник. Братская могила,
священную память о воинах революции, отдавших жизнь за свободу и счастье народа. Их кровь пролита недаром. Никогда не узнают нищеты и бесправия эти дети. Разве это не один из радостных результатов той борьбы, которую в тяжелые годы гражданской войны вели их отцы и деды? Советская власть открыла народу светлую дорогу к знаниям, книгам, к искусству. Доброй традицией стали встречи писателей со своими читателями, теми, кто любит и ценит хорошую книгу. Лауреат Сталинской премии, известный прозаик Тугельбай Садыкбеков. Растет киргизская литература, развиваются все ее жанры. Поэт и драматург Кубанычбек Маликов. Только за последние 2 года киргизское издательство выпустило более 10 миллионов экземпляров книг. В Музее изобразительных искусств хранятся произведения выдающихся русских мастеров живописи и работы киргизских художников. Народный художник Киргизии Гафар Айтиев. Киргизский государственный орден Ленина, театр оперы и балета. Танец девушек из балета «Анар». Зародилось и растет молодое киргизское киноискусство. Мы присутствуем на съемках художественного фильма «Далеко в горах», рассказывающего об установлении советской власти в Киргизии. В главных ролях снимаются народный артист республики Муратбек Рыскулов, заслуженный артист Шамши Тюменбаев. Зрителям они знакомы уже по многим спектаклям и кинофильмам. Столицу республики часто посещают гости из разных стран. Прибыли американские ученые. Добро пожаловать! Все более расширяются связи ученых советского Киргизстана с учеными зарубежных стран. В связи с приездом американцев вспоминается один эпизод. В июле этого года сюда приезжала другая делегация американских ученых.
В ее составе оказался тяжело больной профессор Фрэнсис Браун. Он был доставлен в клинику неотложной хирургии. Состояние больного с каждым часом ухудшалось. Требовалась немедленная операция. Ее успешно провел заслуженный врач республики Касым Нигматуллин. Жизнь больного была спасена. Я никогда не смогу отблагодарить вас в достаточной мере за то, что вы, работники Фрунзенской клиники, сделали для спасения меня от неминуемой смерти. Да сохранит Бог счастье и дружбу между людьми во всем мире, писал профессор Браун. На память в знак глубокой признательности. Вернемся к нашим старым друзьям. Они знакомятся с республиканской выставкой народного хозяйства. Однако роли переменились. Здесь есть о чем похвалиться старому чабану. Киргизия гордится новыми породами животных, выращенных в колхозах и совхозах. В беседе есть о чем вспомнить друзьям юности. Там, где радость, мир, дружба, там и цветы. Фрунзенцы гордятся зеленым нарядом своего города. Одна любопытная цифра. На каждого жителя здесь приходится 60 квадратных метров зеленых насаждений. Вряд ли хоть один европейский город похвалится таким богатством. Мы прошли по немногим улицам и скверам, видели частицу жизни большого города. Не правда ли хорошо? Джакши, друг. Во всем этом, что построено, посажено, вложена доля и нашего труда. Пусть мы с тобой немного постарели, а город наш, как и наши дети, мужает, набирается сил, хорошеет. Где б я не был, ты всюду со мной, мой зеленый, просторный, прямой, город Фрунзе, мой солнечный дом.